Почтить память первого президента страны к мемориалу в Нижней Шере пришли глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Беглава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, ветераны, матери погибших, депутаты, представители общественных и политических организаций, учащиеся образовательных учреждений. Абхазский вместе с другими западно-кавказскими языками родственен хатскому языку. Я собирался заниматься хеттами и хаттами. Изучал хетский, осваивал аккадскую клинопись, древнегреческий, читал Геродота, учил стихи Анакреона. Его путь в большую политику начался из тиши академических залов. Ученый-хетолог с мировым именем, доктор исторических наук. Он планировал посвятить жизнь древним цивилизациям. Но история распорядилась иначе. В начале 90-х именно он стал тем самым голосом железной воли, в котором так нуждалась Апсны. В известном вам периоде в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически следует характеризовать как шовинистическую. Давайте будем называть вещи своими именами. Ситуация в Абхазии по сей день остается очень тревожной. Если не принять срочные меры, может произойти непоправимо. 413 дней войны. Весь этот период Ардзинба не просто политический лидер, а главнокомандующий. Он сумел объединить не только местных жителей, но и тысячи добровольцев, пришедших на помощь братьям. Он был своим для каждого бойца на передовой и жестким переговорщиком на международной арене. А может попытаться его найти, Владислав Григорьевич? Найти какой-нибудь третий путь? Ведь существует он, наверняка существует. Он просто не может не существовать, потому что война зашла в тупик. Я не столь пессимистически смотрю на этот вопрос. Вот. Я думаю, да, у нас столица, у нас до сих пор оккупирована, она, как я вам говорил, взята без единого выстрела. Вот. Да, мы в тяжелом и трудном положении, естественно. Но, тем не менее, все же мы сумели за это время доказать, что мы можем защищать свою землю. Но победа на поле боя была лишь началом. Послевоенная разруха, международная изоляция и годы санкций. В этих условиях первый президент совместно с соратниками строили институты власти. Так, в 1994 году была принята Конституция, на которой в верности Родине принес присягу первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба. Сымч сылша, сыхшой, сыпстаза разыги, сыпсадьел, сыуажлар, рымаца урайша зысква. Последние годы жизни Владислава Григорьевича были омрачены тяжелой болезнью, но даже тогда он оставался моральным ориентиром для страны. Его уход в 2010 году стал личной трагедией для каждой абхазской семьи. 16 лет назад, 4 марта, пришли страшные вести. Владислава Григорьевича не стало. Память о выдающемся политике, лидере передается из поколения в поколение. О том, какую роль сыграл Владислав Ардзинба в становлении абхазской государственности, подрастающей молодежи рассказывают с юных лет. С самого детства, так как у меня мама была военной, и отец тоже воевал в 2008 году, с детства, мне внушали, что вот Владислав Григорьевич, он основоположник вот нынешней политики. Многие из моей семьи погибли, к сожалению, во время войны, и я удосужилась узнать об этом с самого детства, поэтому я к нему отношусь как к близкому даже, можно так сказать. Сегодня имя Владислава Ардзинба носит столичный аэропорт, улицы и школы, но главный памятник ему – это само существование абхазской государственности. Гугуца Вардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.